источник некоторые уже прям полностью в воде. И вот кусок очень большой, прям как озерцо. На кладбище в Дербышке Ирина Зинкевич приезжает на могилу отца. Говорит, им с матерью еще повезло пройти по суше, чтобы навести порядок. Часть захоронений вовсе под водой. Но в этом году только вплавь или на лодке. Это вообще первый раз, вот за все 30 лет, вот такой наблюдается вообще первый раз. Это вообще жуть. И даже вода не пытается даже уходить. Там даже почистить могилу не дойти. Вот у нас там знакомый вот недалеко тут. Нет. Мутная жижа растянулась на площади примерно в 400 квадратных метров. Эти кадры прислал наш зритель. Людей, вот как хоронить людей? Не знаю, вот захоронение есть рядом свежее. Походу уже провалилось. Утки плавают по кладбищу. Чем мы дальше пробираемся вглубь кладбища, тем уровень воды все выше, и высоты сапог здесь явно не хватает. Как мы видим, некоторые памятники уже накоренились, а запах здесь стоит не из приятных. Люди строят свои догадки. То ли это талые воды, то ли грунтовые поднялись. Некоторые говорят о канализационных стоках. Думали, что вот это снег, но оказалось, похоже, что не снег это. Видно, трубы, что ли, там прорвало. Администрация кладбища Дербышек комментировать ситуацию на камеру отказалась. Сотрудники лишь заверили, трубы здесь не проходят. Затопление, по их словам, дело рук природы. Это болото, просто поднялась вода и все. Сами понимаете, если канализацию прорвало бы, здесь какой запах бы стоял? Это просто болото. Болото поднялась природа. В исполкоме Казани нам сегодня сообщили, сетей водоканала на участке действительно нет. На кладбище сегодня выехали специалисты. Эту проблему, конечно, не решит. Решить ее может только жаркая, сухая погода. Анна Городнова, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.